кампания так строилась, что, во-первых, дефокусировалось внимание практически многими кандидатами с проблем войны и оккупированного Крыма на социально-экономические проблемы, на коррупцию и так далее. В самом поведении так называемой команды Зеленского мы видели, что он пытается, я бы сказал, пытается так вот популизмом соединить и тех, кто является сторонником России, это надо не забывать, они никуда не делись, реваншисты, которые просто выжидали удобного случая, чтобы нам всем отомстить. Есть те, которые действительно недовольны, абстрагированы от войны и от оккупированного Крыма и говорят, что устали, не имея никакого отношения ни к войне, ни к проживанию на оккупированных территориях, но они есть, они тоже наши граждане. И те, которые голосовали исключительно за перемены. Я сейчас не буду там детализировать, ну, так вот, это была форма такая, да, вот, табличка за перемены. И вот, чтобы эту всю группу собрать, это не объединение страны. Это называется манипулирование на определенный короткий период. Сейчас теперь отрезвление будет идти. То есть на все эти вопросы нужны ответы. Ответов, если ты не, идя на столь высокий пост, выходя на выборы, если ты знаешь вызовы перед страной, да, вызовы перед обществом, роль нашего государства на международном уровне, роль нашего государства в вопросах войны и деоккупации, да, ответственность нашего государства перед такими серьезными вызовами, у тебя должны быть ответы. Это другой вопрос, устроят они большую часть нашего народа или нет, или меньшую часть, это другой вопрос. Так вот, вот это манипулирование, это называется просто-напросто ввести в блуд большинство людей Украины. Ну, тобто что мы можем от этого ждать? Неможливо. Нет, так бывает. Потому что если я последние 1,5 года после освобождения вижу, что здесь идет конкретное манипулирование сознанием населения, когда дефокусируют внимание от войны, это не есть, я никогда не поверю, что народ, который ценой своей крови добывает независимость своей страны, у которой Крым начинает болеть, если раньше они говорили, о, мы когда-то в Ялте отдыхали, о, первые годы, помните, да, ну, там они сами захотели, да, а потом риторика стала меняться. Почему? Потому что и президент, и его команда, и мы все вместе народу объясняли, что это не так. И мы последний год мы слышали, что у украинцев болит за Крым. Это другое состояние. И вот поэтому манипулирование, к сожалению, и извне тоже, оно очень сильно отрабатывалось.